И вся его очень худая, остроплечья фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей казалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим в густых морщинах лицом, как впечатление тут же менялось. Думалось, что это довольно побитый жизнью почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только 34-й год. Подходит и сразу замечаю, хромает. Представляется, Мороз Олесь Иванович. Ничего так парень, плечистый, лицо открытое, взгляд смелый, умный. Руку пожимает так, что сразу понимаешь, силен. По этим отрывкам едва ли можно догадаться о профессии человека, о котором идет речь. Был ли он ученым, художником, летчиком или рабочим на фабрике? Это отрывок из героической повести Василия Быкова «Обелиск», и речь идет об учителе. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, кунактар һәм ветерандар. Добрый день, уважаемые друзья, гости и ветераны! Спустя 79 лет после Великой Победы мы говорим о подвиге человека, наших предков, героев, чьи имена навсегда вписаны в историю не только того времени, но и в современную историю нашей страны. 9 мая – день великой скорби нашего народа и день великой славы. Мирное небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица. Вальс, политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном красота новолуния, шепчутся с дубом плакучие ивы. Год 41, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все. Мимо фасада Большого театра мчатся на отдых, трезвонят трамваи. В классах 10-х экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все. Вальс довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица. С кем вас свела фронтовая дорога? С кем навсегда нам пришлось разлучиться? Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно все они живы, все они живы, все они живы, все.
Уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, дорогие студенты, сегодня, в преддверии Великого Дня Победы, не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия. Чтут память, вспоминают своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне и которые добывали победу. И мы сегодня рады, более молодое поколение, которое, как было сказано, служили на благо нашего государства, нашего Отечества, рады присутствовать на сегодняшнем празднике. И очень приятно, что традиции, которые чтут и продолжают в нашем университете, вызывают отклик не только у ветеранов, но и у всех поколений. Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем Победы. Ветеранам пожелать здоровья и долголетия. Молодежи учиться у этих ветеранов, быть всегда патриотами нашей Родины. С праздником! За окном тишина, на душе пустота. В серой дымке исчезли родные места. Корабли обгоняют чужую волну. Командиры уводят солдат на войну. Но как тени веков, исчезая во мгле, остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Догорая под звездным покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и польется молитва: спаси, сохрани, и послышатся крики: верни мне, верни. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки в окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: возвращайся домой. Жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: возвращайся домой. Забыть тот нелегкий день, далекий, мы и сегодня не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они ушли, жизнь подарив другим, жить начинавшие едва, чтоб небо было голубым, была зеленая
трава. Глядя в синий простор небосвода, вспоминать мы не можем без слез майский день 45-го года, тот, который победу принес. Красоту, что нам дарит природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последнею точкой в войне. Без потерь нет ни роты, ни взвода, ну а те, что остались в живых, майский день 45-го года отстояли для внуков своих. Счастье Родины, мир и свобода. Нерушимы они, как гранит. Майский день 45-го года наша память надежно хранит. Дорогие друзья, техникум, а теперь колледж, в котором я работал, был организован 10 августа 1944 года. Шла война, но правительство уже заботилось о том, чтобы педагогические кадры железнодорожного профиля готовились уже в то суровое время. И вот начался учебный год. 29 учащихся нашего техникума ушли на фронт. И все вернулись с фронта. Только один остался на фронте Великой Отечественной войны. Это герой Советского Союза Комлев Петр Александрович. Именем его названа одна из улиц города Уфы. Война закончилась та, идет другая. В городе Севастополе, который назвал наш президент Владимир Владимирович Путин героической столицей России, служит 10-й год мой сын, концертмейстером военного оркестра после окончания нашей Академии искусств имени Исмагилова. Правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дал.
нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем, вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с
Второй ректор Акмулинского университета, выдающийся ученый-историк, учитель и наставник многих видных деятелей образования и науки Рустем Гумерович Кузеев был еще совсем юным, когда ушел на фронт. Рустем Гумерович был трижды ранен за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Летом 1942 года был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Последнее ранение будущий ректор Башкирского педагогического получил в ходе тяжелейшего сражения с танковой группой под Оршей в 1943 году. Почти полгода врачи боролись за спасение жизни, а позже и зрение офицера Кузеева. Зрение удалось сохранить лишь частично. Рустему Гумеровичу не удалось вернуться в свою часть, однако командование приняло решение направить его преподавателем в учебную танковую бригаду в городе Челябинск. С особым трепетом он всегда вспоминал о своих фронтовых товарищах, особо выделяя среди них тех, кто до войны работал учителем. Это были, как подчеркивал Рустем Гумерович, одаренные от природы истинные педагоги. Сегодня в зале присутствуют ветераны Акмулинского университета. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон. Именно благодаря вашему поколению, поколению героев, мы живем и развиваемся. Сделано множество открытий. Акмулинский университет ежегодно поздравляет ветеранов родной альма-матера в этот светлый и важный праздник для страны. И традиционно, уважаемые друзья, мы хотели бы поделиться с вами радостью этой встречи. В преддверии 9 мая студенты и сотрудники от имени руководства вуза и всего нашего университета в знак особого уважения и благодарности приезжают в гости к нашим ветеранам, труженикам тыла с особенными подарками. Сейчас их осталось всего 10 человек. Эти встречи особенно ценны, потому что ежегодно они делятся своими воспоминаниями, рассказывают о том, как строился университет, какие важные и поворотные события происходили в истории, с какими проблемами сталкивалась педагогика и как решались эти проблемы. Учитель и сегодня продолжает борьбу, очень сложную борьбу за сердце каждого ребенка, но именно благодаря вашему опыту и наставлениям мы можем одержать победу. Беҙ тыуған ил хаҡына ғүмерен биргән яугирҙар алдында баш эйәбеҙ. Ветерандарға һәм тыл хеҙмәтсәндәренә һуғыш осоро балаларына ҡаҡшамаҡ рух көсө, ҡаһарманлыҡ һәм ныҡлыҡ өсөн рәхмәт әйтәбеҙ.
9 мая для каждого из тех, кто родился в нашей большой стране, это особенный день. Это день, когда, как писали поэты, мы с одной стороны у нас блестит солнце на щеке, с другой луна. Потому что с одной стороны мы радуемся этой победе, с другой понимаем, какой ценой наша страна, наши отцы и деды добились этой великой победы. Я хотел бы искренне от себя лично, от всего ректората поблагодарить всех тех, о которых сегодня было уже сказано, видео которых показали на экране, и тех, которые сегодня в зале, те, которые военные, сразу после военное время поднимали нашу страну. Сегодня наш концерт тематический, он был посвящен учителю. Действительно, учитель одержал эту великую победу. Это учитель научил любить Родину, это учитель объяснил детям, что такое даже не подвиг, а что такое просто любить Родину. Я благодарен всем учителям, которые и сегодня воспитывают наших детей, наших школьников, наших студентов в этом же духе. Потому что, к сожалению, и сегодня необходимо с оружием в руках защищать нашу великую Родину. Буквально несколько часов или минут даже назад состоялось очень серьезное мероприятие. Инаугурация президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы, поздравляя нашего президента, который всенародным голосованием был, безусловно, выбран на очередной срок, мы уверены, что цели и специальной военной операции, и всего того, во имя чего борется вся наша страна, и не только наша страна, они будут достигнуты. Что мы действительно докажем еще раз всему миру, что те ценности, которые бережет, лелеет и передает из поколения в поколение наша страна, вот они настоящие ценности. И что те герои, которые сложили свою голову и тогда, в 41-м, 45-м, и сегодня, вот они настоящие герои. Вот в честь этих героев и в честь героических тружеников тыла объявляется минута молчания. Помните, через века, через года, помните. Детям своим расскажите, чтобы запомнили. Детям детей своих расскажите, чтобы запомнили. С великим праздником Победы! Бийик еңі барамны хәді, хөрмәтле коллегаларыбыз, хөрмәтле дуслар. Рахмәт. Самое лучшее место земли.
мы верим, что неизмерим, какие родные края. Ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет – беречь Родину, трудиться на ее благо и любить ее всем сердцем. Дорогие друзья, поздравляем вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы.